Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инновации горизонтальных связей. Не успел я более-менее почистить канал от этих людей, которые носятся по интернету с лозунгами о том, что ингуши придумали 200 лет назад. На канале массово начали активизироваться люди, которые требуют свободы и независимости, упрекают: почему вы молчите? Мы не будем свободны, пока жива империя. Нам нужна независимость от России. Дох хамаш бог кур. Ну, перед тем, как я начну банить этих людей, я все-таки попытаюсь этим людям что-нибудь объяснить, чтобы они чего-то поняли. Итак, есть вопросы, которые способны поднимать и обсуждать, я имею в виду всерьез поднимать, всерьез обсуждать, серьезно реализовывать национальная элита. Люди, которые большую часть своей жизни спали до обеда, а после обеда до вечера на углу грызли семечки и собирали сплетни, и вдруг их осенило о том, что мир несовершенен, коррупция, преступления, жизнь, неполадки, все надо менять резко, совершить революцию. То есть в человеке просыпаются амбиции, недовольство, все это понятно. Но эти вопросы так не решаются и так не обсуждаются. Таким образом, можно привести свое общество, свой народ только к катастрофе. Люди заблуждаются, и они думают, что бывает вот состояние, когда хуже не бывает. Уверяю вас, хуже бывает всегда. Фактически всегда бывает хуже, даже если не все себе это представляют. Что такое национальная элита? Я здесь примерно создал такой образ национальной элиты. Вы, может быть, согласны со мной, может, не согласны. У других людей могут быть другие образы. Нету таких прописных правил, по которым обозначаются национальные элиты. Это такой, можно сказать, философский вопрос. Ну, я и его для себя рисую вот в таком виде. То есть национальная элита состоит из следующих составляющих, из следующих категорий. Первое. Культурные и интеллектуальные лидеры, ученые и эксперты, инженеры, врачи, преподаватели, профессоры, технологи, социологи, культурологи, этнографы, философы, теоретики и так далее, и так далее. Деятели культуры, писатели. Я не буду всех перечислять, здесь для этого у нас и так далее, и вы понимаете, о ком я говорю. Следующая категория. Религиозное духовенство. Понятно, я думаю, разъяснять не нужно. Третья категория. Бизнесмены, олигархи, инвесторы, финансисты, топ-менеджеры государственных компаний и так далее. Четвертое. Медиамагнаты и владельцы средств массовой информации и так далее. Пятое. Политики и государственные деятели, высшие чиновники, руководители ведомств и силовых структур. И, наконец, шестое.
международные лоббисты и дипломаты. Грубо говоря, сюда, конечно, можно добавить пункты, но мы говорим о условностях и о сути. И прошу не придираться к тому, что я здесь кого-то именно не указал. И опять же, если у нашего народа есть вот эти вот все составляющие в необходимом и номинальном количестве, это все-таки не является еще национальной элитой, пока все они не начинают осознавать себя единым целым и не работают солидарно, взаимодействуя. Пока они не работают, пока они не сотрудничают, пока они не нацелены на долгосрочное сотрудничество и развитие, и тогда это не является национальной элитой. Национальной элитой люди этих категорий становятся, когда они начинаются двигаться в общем векторе, в общем направлении развития общества. В чем заключается обязанности, так скажем, суть в национальном развитии, национальной работе этих категорий. Итак, первая и вторая категория. Первая и вторая категория. Это категория людей, которые формируют концептуальный вектор развития общества, развивают науку, технологии, культуру и нравственные ценности. Они соизмеряют ступень, на котором стоит общество, и планируют поступательное движение на следующую ступень. Готовят развитие, готовят общество, чтобы оно развивалось дальше, чтобы оно поднималось на следующую ступень технологического, научного, культурного, нравственного развития. Они рисуют перспективы, в каком обществе мы будем жить завтра, в каком обществе мы будем жить послезавтра. Они что-то планируют. Они решают сегодняшние задачи, научные, идеологические, философские и другие там. Это врачи, они лечат, это спортсмены, это тренера, это все вот это вот технологи, инженеры. Они решают сегодняшние вопросы, решают сегодняшние проблемы и делают заделы на завтра, чтобы этих проблем было меньше, чтобы избегать этих проблем и так далее. Они решают вопрос обеспечения водой, электричеством, интернетом и всего остального, медициной, образования. Они этим именно занимаются. Плохо, хорошо, в зависимости от того, насколько уровень самого общества, насколько уровень самих национальных элит. Если уровень национальной элиты у вас на первой ступеньке, сколько бы вы ни возмущались, что они не на 10-й ступеньке, они не могут вести себя так, как будто они на 10-й ступеньке, потому что их уровень первая ступенька. Вот сегодня у нас первая ступенька, мы хотим, чтобы они себя вели как как элита 10-й ступени. Но моментально это не происходит. Процесс роста элит так соразмерен с ростом всего общества. Не может общество состоять из
отсталых колхозников на 90%. И в этом обществе, чтобы была супер продвинутая элита. Потому что национальная элита, она включает в себя все эти категории. Они должны осознанно подходить к этому, осознавать свою элитарность и понимать, что они должны солидарно со всеми другими категориями элиты работать над развитием общества. Этот процесс роста элит происходит долго. На это уходит десятилетия, на это может уйти столетия, у некоторых народов может тысячелетия уйти. Некоторые народы могут до этого вообще не дожить. То есть первый и второй пункт категории национальной элиты должны формировать концептуальный вектор развития общества, развивать науку, технологию, культуру, нравственные ценности и все остальное. Они этим занимаются практически. Далее. Следующая категория. Третья категория. Бизнесмены, олигархи, инвесторы, финансисты, топовые менеджеры, государственных компаний и так далее. Медиамагнаты и владельцы СМИ. Вот они у нас тут. Их функция в солидарной работе национальных элит заключается в обеспечении концентрации ресурсов для приемлемых темпов реализации концептуальных идей, наук, технологий и так далее. То есть вот эти вот, они зарабатывая для себя деньги, они развивая свой бизнес, но тем самым они создают условия, они зарабатывают деньги, концентрируют ресурсы для того, чтобы вот эти могли работать. Чтобы вот эти максимально ни в чем не нуждались, чтобы у них были заводы, чтобы у них были лаборатории, чтобы у них были институты, чтобы у них были дороги, чтобы в больницах были медицинские приборы, медицинское оборудование. Они для этого платят налоги, они инвестируют и так далее, и так далее. Занимаются, помогают духовенству через свои средства массовой информации, через свои там газеты, через свои каналы какие-то, помогают там всем этим отраслям, они помогают, популяризируют. Помимо того, что они зарабатывают, они занимаются развитием. Далее, следующая категория. Политики и государственные деятели, высшие чиновники, руководители ведомств и силовых структур, а также шестая категория – международные лоббисты и дипломаты. Их функция заключается в том, что они обеспечивают долгосрочную стабильность и безопасность общества, формируют благоприятные условия для формирования и самореализации представителей первых 4 категорий. То есть вот эти вот, их задача, если это нормальная национальная элита, если это зрелая национальная элита, их задача обеспечивать стабильность и безопасность, законность для того, чтобы вот у этих была возможность настроения, финансовой возможности, технологические возможности, экономические возможности, безопасность, чтобы на них не напали там, чтобы не прилетели бомбы, что вовне общества.
Потому что жизнь общества не заканчивается на границах, она продолжается дальше. И в зависимости от того, какие у вас лоббисты, какие у вас дипломаты, от этого зависит внешняя конъюнктура. Какой бы ни было там внутри национальная элита, если с внешними силами мира не будет вестись работа, то всю вашу народ вместе с вашей элитой раздавят, как там танк какашку. Поэтому все это неотъемлемые и обязательные функции, которые должна выполнять национальная элита, которых она должна придерживаться. Если у вас нет зрелой национальной элиты, эти разговоры о свободе, о независимости – это идиотизм. Вы этим самым только провоцируете создание проблем для своего народа. Потому что, когда возникают эти проблемы, вот без этого вы никак не можете противостоять серьезным проблемам, которые могут упасть на голову вашего народа. Ваше мужество, ваша храбрость, ваша готовность умереть за свой народ, пули ведрами глотать, она никому к чертовой матери не нужна. Пока у вашего народа нету вот этого. Потому что если у вас нету своей национальной элиты, которая выполняет эти функции будут выполнять кто-то другой. Или назначат вам выполнять кто-то другой. Под любыми лозунгами. Это может называть независимое государство. Вы можете его называть халифат, вы можете его называть диабукфат, вы можете как хотите это называть, но если у вас нету зрелой национальной элиты, вы будете только пить кровь своего народа, пока она не кончится. Кончится она может очень быстро. Народ может очень быстро разочароваться, не может, а разочаруется и отрежет ваши дурные бошки, потому что он призовет вас к ответственности за то, что он может потерять. Потому что есть в результате каких-либо необдуманных действий, каких-либо сил возникнет ситуация, дестабилизация, при которой вот этих людей, вот эта элита, есть она или нет, на 10-й ступени она или на 1-й, хорошая она или плохая, но вот этих людей в обществе должен быть определенный процент. Допустим, это 5%. Если в результате какой-то дестабилизации эти люди начинают покидать ваше общество, уезжать в другие регионы или страны, а как правило, эти люди везде востребованы. Они нужны везде, по большей части. У них есть знакомства везде, у них есть партнеры везде, их везде примут и везде найдут им применение. У них есть возможности уехать и в Москву, и в Петербург, и в Лондон, и в Париж, и в Нью-Йорк, и в Пекин, если надо. И если из-за дестабилизации
люди, еще раз повторяю, неважно, на какой они ступени стоят, но они есть, и общество всегда формирует эту национальную элиту. Если их вдруг из-за дестабилизации станет не 5% условных, а 3%, эти 3% уже не могут нормально развивать общество далее, не могут поступательно развивать общество далее. Эти паровозы, это люди-паровозы. Они уже не могут тянуть вот эти составы граждан, людей инертных, которых нужно толкать, которых нужно тянуть за собой. Вот когда вот этой элиты из-за дестабилизации они покидают это место, тогда начинается процесс энтропии, начинается развал, начинается стагнация. Кто читал, кто видел кинофильм «Собачье сердце» или читал книгу вот «Собачье сердце» одноименную, там вот этот процесс очень хорошо показан. Эта книга Булгакова, это книга об этом. Этот Преображенский, который он здесь, вот он врач, профессор Преображенский, это один из недостающих процентов, оставшийся от элиты, дореволюционной элиты России, потому что элита, большая часть элиты или уничтожена была, или смылась, и духовенство, и бизнесмены, и медиамагнаты, и политики, и эти, они в основном смылись во время революции. А те, кто остались, преображенские, они не могут тянуть, потому что в этом обществе много деструктивных сил, много шариков, много швондеров, много потенциальных бандитов, много людей, которые стремятся к власти, но ничего, кроме орать и провозглашать лозунги, ничего не умеют. Ничего не умеют, кроме того, как искать виноватых в том, что мир не таков, какой им хочется, а всем хочется всего по-разному. И многим хочется, чтобы было у него все, а у других не было ничего. Многим такого хочется. У всех разная картина справедливости. И если нету здравой вот этой элиты, которая формирует для народа, для нации общее представление о добре и зле, о правильном и неправильном, о хорошем и плохом, и так далее, то общество начинает дичать, оно начинает звереть. Люди начинают превращаться в животных. Наверх общества всплывает весь негатив. Это происходило везде и со всеми народами, среди которых появлялись люди, пытавшиеся брать на себя решение вопросов, не относясь, не являясь частью консолидированной национальной элиты, но из-за своих амбиций брались решать глобальные вопросы. Люди, которым в истории реально удавалось изменить ситуацию своего народа единолично, их в истории очень мало. Это может быть там Чингисхан, может быть еще там пророки, это пророки, это такие выдающиеся люди, которых в мире там единицы бывают. Реально в какой-то конкретный исторический момент, точке времени, их бывает на весь мир единицы.
Люди, которые думают, что это именно я, вот я здесь никто не мог, а я сделал, это люди, опасные люди для общества. Что мы можем делать, как граждане, как патриоты своей страны, своего народа, своей республики, своей нации? Мы можем способствовать, делать все от нас зависящее для консолидации национальных элит. Для того, чтобы они чувствовали, что мы нация. Мы должны делать все, что мы можем, для того, чтобы поддерживать людей вот этой категории. Людей вот этой категории. Людей этой категории. Людей этой категории. Людей этой категории, в том числе, как бы мы их не ненавидели. И, естественно, людей этой категории. Если мы их постоянно будем объявлять, давать им разного рода клички, там, они светские, они нерелигиозные, они продажные, они кафиры, они враги, они воры, они кровопийцы, они такими и будут. То есть они будут видеть вот этот народ злой и неблагодарный, и будут к нему относиться как к злому неблагодарному народу. Зачем я должен что-то делать для него, если нет? Потому что это происходит, когда мы обобщаем. Конечно, если есть среди них есть вор, мы должны говорить, что он вор, но мы говорить должны именно о том, кто вор. Если он мерзавец, надо говорить «ты мерзавец». Если он подлец, надо ему говорить «ты подлец». И говорить это не обобщенно на всех, а когда он тебе во двор там на свадьбу приходит, улыбаться перед ним и расплываться в приветствиях. А публично на всех хаять круглосуточно всех до единого. Нет. Конкретно, адресно. Ты, редиска, вот тут сделал плохо. Если можешь, исправь. Если не можешь исправить, ты редиска пожизненно. И вести себя к нему лично, будь он твой родственник, не родственник, это твой лично. Вот это гражданская позиция. А всех огульно, когда ты называешь, это огульное обвинение, и оно не ведет ни к чему, кроме как розни в твоем обществе, из-за которой невозможно формирование какой-либо солидарности у национальной элиты. Еще раз повторяю, огромная ошибка большого количества нашего населения, к сожалению, большого количества нашего населения, в которой огромная безработица, традиционная безработица. Да, это из-за традиционного малоземелья, там нам негде было пахать с утра до вечера сотни гектаров земли, там столетиями. У нас не было просто этих сотен гектаров земли. А для того, что там эти 10-20 соток, которые имели наши предки, там не нужно было круглый год работать. И у нас там оноры считались те, кто там залезли к соседнему народу, там увели лошадей или там коров, или овец, или там кукурузу утащили, вот красавчик. Других вариантов не было. Ну, неважно, по каким причинам, но пришли мы сегодня
такое состояние, когда у нас огромное количество безработных и тунеядцев. Я говорю о тех, которые ходят здесь как бешеные собаки и кого-то постоянно укусить хотят. Почему вы думаете, что вы будете там на печке спать, бля, сутками, да? То, что вам там принесли жрать. А кто-то должен с утра до вечера всю жизнь ходить там на работу для того, чтобы работать ради вас. Нет, он работает для себя. Но одновременно, работая для себя, он работает и на вас, и ради вас. Поэтому, если мы будем относиться к серьезным проблемам несерьезно, если мы будем говорить там, а эти те, а вот эти вот те, и пытаться делить наше общество на какие-то отдельные части, мы такой народ, мы сякой народ, мы там эти такие, эти сякие. Ничего хорошего наш народ не ждет. Пока не будет осознания вот этого, что должна быть национальная элита, она должна быть солидарна в своем векторе развития, в своих целях, в своих планах. Она должна подчиняться логике и философии. У нее должна быть своя логика и философия, примерно как выстроена здесь. Эта элита должна осознавать свои функции, помимо там решения своих личных вопросов, там, карьерного роста, финансового благополучия. Помимо этого, будучи составными частями вот этой национальной элиты, они должны осознавать необходимость придерживаться вот этих своих функций. Национальная элита – это не автомобиль. Мы не можем сказать: вот российский автомобиль мне не нравится, давайте его сдадим в утиль, давайте его сожгем публично и купим себе американский Линкольн или немецкий Мерседес или японскую Тойоту. Национальная элита у тебя может только твоя, плохая, хорошая, но своя. Если нету своей, тобой будут управлять и формировать самосознание, быт и перспективы для твоего народа чужие национальные элиты. Ближних, дальних, очень дальних народов, в зависимости от того, насколько сильные у других наций национальные элиты, насколько они умеют лоббировать свои интересы, насколько у них идут дела хорошо, настолько они будут подчинять твой народ своим интересам и заставлять тебя и твой народ жить и работать в интересах своих национальных элит, в интересах другого какого-то народа. Чудес не бывает. Если ты хочешь принести пользу своему народу, не пытайся ломать все, что есть. Мы, как граждане, как патриоты, если мы хотим сделать что-то хорошее для своего народа, мы можем стараться помогать этим, не вступая с ними в конфликт. Не вступая с ними, стараться. Может быть, где-то у нас будет не получаться, но, по крайней мере, мы должны стараться, не вступая в конфликт, улучшать, исправлять, подправлять, способствовать этому, способствовать тому, чтобы существующие элиты, они улучшались, они развивались, потому что на формирование здоровой национальной элиты, еще раз говорю,
ходят десятилетия, столетия и тысячелетия, и не бывает чудес, не бывает фокуса такой, хоп, и у нас чудесная, нравственная, ответственная национальная элита. Не бывает высоконравственной национальной элиты в обществе отсталом, и в котором колхозники 90%. Чудес не бывает. Хотите, чтобы у вас была зрелая национальная элита? Каждая частичка общества должна развиваться. Тогда и эта национальная элита будет видеть, что она не соответствует, и будет стараться расти. Она должна себя ощущать частью этого общества. Она должна себя осознавать солидарной национальной элитой. Она не будет солидарной, если мы, каждый как лебедь, рак и щука, будем в разные направления двигаться. Поэтому не надо сюда залетать с лозунгами свобода, независимость, рабы, не рабы, еще и умничать сидящий. Все прекрасно мы знаем, мир адл, ситуацию ждаль ковен, харцону ждаль ковен, все мы это прекрасно знаем. Но если что-то делать, надо делать так, чтобы это не вызывало больших проблем. Если что-то делать, надо делать, чтобы исправить что-либо. Хочешь исправить? Стань хорошим врачом, преподавателем, технологом, религиозным лидером. Стань. А так ходить лозунгами там, раскидываться. Если кто-то всерьез, серьезный человек и всерьез хочет поговорить, пожалуйста, но одно условие. Вы, зная, какая здесь ситуация в России, насколько здесь можно публично обсуждать власть и политику, зная это, лезете же сюда, на эту мою площадку. И если ты живешь в Европе, так же, как я, с открытым лицом, выходи, садись, и мы полчаса с тобой обсудим свободу и независимость Ингушетии, если ты хочешь, но и полчаса обсудим израильский фашизм, сионизм, который в Европе, европейский фашизм, ростовщичество, сколько беды принес этот прекрасный Запад исламскому миру, всему человечеству, рабовладельческие эти системы, которые до сих пор. Все это обсудим, давайте. Почему вы такие свободолюбивые, такие верующие, такие готовые умереть за справедливость, как только про сионизм и израильский фашизм речь заходит, вы сразу у вас какие-то другие эти представления о демократии и свободе слова у вас там возникают. Создавайте свои площадки. Собирайте своих подписчиков. Пожалуйста, там занимайтесь. Я ничего против вас не имею. Я за плюрализм мнений. Но сюда, где мы пытаемся что-то сделать, собираем молодежь, ведем там курсы веб-программирования, что-то пытаемся научить, как-то продвинуть, как-то, чтобы развивались в существующих условиях, потому что других у нас нету, чтобы нас не заткнули здесь, чтобы наших преподавателей там никто не приставал, чтобы нас не называли там сепаратистами, бандитами. Придерживаемся каких-то правил. Обязательно, как свиньи, надо сюда залезть и своим рылом все здесь раскидать. Чуть-чуть совесть и достоинство нужно иметь, когда вы о таких высоких этих нарративах здесь ходите с этими
лозунгами. В общем, как-то так. Ассаламу алейкум, Масник Салмаш, да? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте, лучше исправить, чем сжечь и пытаться сделать заново. Потому что возможно, что заново сделать ничего не получится. Это очень вероятно.